Добрый вечер, дорогие любители футбола. На канале КТРК Спорт очередной обзор топ-лиги Кыргызстана. Второй тур топ-лиги стартовал 11 апреля и ожидались 3 интересных матча. Тур открывался матчем в Бишкеке двух команд, которые проиграли свои дебютные матчи в прошлом туре. Напомню, что в первом туре карабалтинцы в гостях были разгромлены Дордоем, а Алга дома уступила Абдышате. После неудачного матча с Дордоем карабалтинцы должны были постараться заработать первые очки в чемпионате в поединке с не менее грозным соперником. Во многом из-за плохой реализации Карабалта потерпела поражение в первом туре от Дордоя, и многие ожидали, что Владимир Даниленко сделает изменения в составе. Но несмотря на поражение в предыдущем матче, молодые игроки карабалтинцев показали хороший динамичный футбол. Карабалтинцев стоит похвалить за смелую игру в атаке. После неожиданного домашнего поражения алгинцы также должны были постараться заработать первые 3 очка, но это будет нелегко, так как по первому матчу было видно, что некоторые футболисты далеки от своей хорошей формы. Подопечным Александра Бельдинова не стоит недооценивать соперника. В общем, ожидалась любопытная битва двух несомненно сильных команд. Сам матч начался в неторопливом темпе. Зачастую команды пристреливались дальними ударами, но хороших моментов у ворот не было видно. Что-то похожее на голевые моменты у чужих ворот создавал Ильдар Амиров. Также и молодые игроки Карабалты пытались что-то придумывать у ворот Эльмадина Мамадова. Яркий первый тайм остался позади, и самое лучшее в матче команды оставили на второй тайм. В самом начале второго тайма хозяева все-таки открывают счет. Тимур Султанов отдает классную длинную передачу на Шумейко, тот отдает на Харченко. Вадим, увидев в центре Амирова, в касание отдает ему пас, а Ильдар спокойно забивает в пустые ворота. Яркое начало тайма от бишкекчан, который никак не смутил гостей. На 57-й минуте Урмат Баялиев, который судил этот матч, поставил довольно опасный штрафной в сторону ворот Алги. К мячу подошел капитан Карабалты Айбек Азизбекулу и прекрасным ударом сравнял счет в матче. После этого игра немножко успокоилась, но алгинцы не были согласны на ничью. Примерно с 70-й минуты гости начали проседать физически, с чем незамедлительно воспользовался Ильдар Амиров. Эрмек Нусубалиев отдавал в центр, но совсем неожиданно ошибается Куйбаныч Куренкеев. После такой ошибки Амирову не составило труда обыграть Максима Васильева. После пропущенного мяча Карабалта ринулась вперед отыгрываться, но не везло. На 85-й минуте хозяева ловят соперника на контратаке, итогом которого становится взятие ворот. Турсунали Рустамов замкнул передачу с фланга, сыграв на опережение. Вопросы о победителе матча были решены, но столичные футболисты добивают их 4-й мяч. Ильдар Амиров, как и в старые добрые времена, делает хит-трик и ставит точку в матче. Убедительная победа Алги, а Карабалта при симпатичной игре снова терпит поражение, и кажется, что ребятам пока не хватает опыта. В Кочкарату после 3-летнего перерыва возвращается большой футбольный праздник. На данный момент аутсайдер топ-лиги 2017 года Нефти после выезда в Бош проведет свой первый домашний матч в чемпионате. В домашнем матче нефтяника постарается не ударить лицом в грязь и добиться положительного результата. Амбициозной команде Аскара Ахметова после победы над Алгой предстояло большое испытание. Контовчанам нужно доказать, что победа над Алгой не была случайной. Гостевые матчи всегда бывают трудными.
На правах хозяев нефтяники начали матч очень здорово и постоянно угрожали воротам Калыса Акималиева. После стартового навала Нефти игра, казалось бы, успокоилась, но на 22-й минуте хозяева все-таки открывают счет усилиями Исраила Турсунова. Бекмырза Дубанаев отдает длинную передачу вперед, где голкипер гостей Калыс Акималиев ошибается на выходе, и Турсунов спокойно забивает. И после забитого мяча нефтяники продолжили атаковать, и уже через 3 минуты в штрафной площади Дмитрий Кузякин валит соперника, а Бахадыр Кочкаров указывает на точку. Умедило Иминов не смог переиграть Калыса Акималиева. Во втором матче подряд Калыс отражает 11-метровый удар. Космическая игра голкипера Абдышаты. Момент с незабитым пенальти стал ключевым эпизодом матча. Гости начали играть смелее, и моменты стали возникать у ворот Эльдора Исабаева. На 36-й минуте после сброса с аута защитники Нефти играют неуверенно, а молодой Султанбек Момунов с мощным ударом под перекладину сравнивает счет. В дальнейшем хозяева неоднократно имели возможность для взятия ворот, впрочем, как и пивовары. Удачливее и сильнее концовку матча провели гости. Сначала на 84-й минуте Алтай Джумашев выводит свои команды вперед, а в добавленное время своим дублем убивает интригу в матче. Вторая подряд волевая победа Абдышаты, копилка у которых 6 очков. А Нефти терпит второе подряд поражение при довольно неплохой игре. Центральный матч тура состоялся в городе Ош на стадионе имени Суимбаева. Встретились два принципиальных соперника. По итогам первого тура команды дружно одержали победы. После обидного поражения в матче за Суперкубок желто-синие жаждали победы, что они показали в начале встречи, прочно обосновавшись у ворот Абдуазиза Махамова. Алай играл дома и был активен в атаке, тогда как гости играли на контратаках. Под конец тайма Рыспек Шекербеков назначает довольно опасный стандарт у ворот Махамова, а Анатолий Власичев прекрасным ударом выводит гостей вперед. В самом начале второго тайма Шухрат Рахмонов отмахнулся от Ислама Шамшиева. Рыспек Шекербеков, посоветовавшись с боковым арбитром, полез за карточкой. Но Рахмонов схватил судью за руку и долго с ним спорил. В конце концов, под давлением футболистов Алая, Шекербеков удаляет с поля и Рахмонова, и Шамшиева. Хотя и непонятно, за что был удален Ислам Шамшиев. Вообще, судейский вопрос стоит у нас очень остро, что и доказал этот момент. Где это видно, чтобы игроки дотрагивались до судей, не давая им показывать карточки. Второй тайм прошел в попытках Алая все-таки сравнять счет, а Дурдой играл осторожно и по счету. Под конец матча желто-синие совсем прижались к своим воротам, за что и поплатились. Навес со стандарта от Миралимджана Ахмедова отлично замкнул Адилжон Абдурахманов. 1-1, который выводит лидера Абдушату. Вот таким вот получился второй тур топ-лиги. Оставайтесь на канале КТРК Спорт и следите за самыми интересными событиями в мире спорта. Обзор для вас подготовил Актилик Джемчиев. До новых встреч, друзья. Пока.